Накануне бывшему мэру Бишкека Кубанычбеку Кулматову было предъявлено обвинение в коррупции. До сих пор эта персона из политического бомонда Кыргызстана считалась непотопляемой, какие только ведомства он не возглавлял. Кроме поста градоначальника, Кулматов в разное время руководил Республиканской таможней, Национальным банком, был председателем Российско-Кыргызского фонда развития. Для него всегда находились самые денежные должности, при этом Кулматов всегда старался держаться в тени, избегал лишнего общения с журналистами, не привлекал к себе внимания. Может быть, это и есть секрет его политического долголетия и умения занять посты, через которые проходят крупные финансовые потоки. Кулматов, кстати, так и не раскрыл, какой была его официальная зарплата на посту председателя Российско-Кыргызского фонда развития. Депутаты полагают, что ее размер доходил до 15 тысяч долларов в месяц. Кулматов подозревается в том, что в 2014 году незаконно использовал грантовые средства на строительство школ. Это дело связано все с той же китайской компанией, которая проводила реконструкцию ТЭЦ Бишкека. Так вот, после того, как ТБЕА добилась подписания соглашения о модернизации теплоцентрали, она обязалась построить 2 школы. И, как все уже знают, в эксплуатацию была сдана всего 1 школа в жилмассиве Калыс-Ордо. По данным ГКНБ, в 2014 году Кулматову удалось добиться того, чтобы средства, предназначенные для строительства школ, правительство передало мэрии. Затем он решил все так, чтобы китайская компания без конкурсного отбора перечислила $1 миллион ОСО «Альта Групп». Помимо этого, из городского бюджета было выделено еще 100 миллионов сомов для завершения строительства. Школа получилась чрезвычайно дорогой, и, как полагают следователи, ее стоимость очень сильно завышена. Если верить декларации о доходах Кубанычбека Кулматова, то человек он достаточно скромный. Бизнесмен средней руки, имеет гораздо больше квартир и авто, чем непотопляемый чиновник. Никакими коммерческими объектами официально Кулматов не владеет. Зато родственники бывшего мэра оказались куда более успешными, чем глава семейства. Сестра Кулматова, Бактыгуль, является директором фирмы с иностранным капиталом АИМ-Гулф. Бывшая жена чиновника Наталья, которая, кстати, является депутатом Бишкекского городского кенеша, имеет доли в 9 компаниях. Она владелица независимого центра экспертизы и оценки, соучредитель ОСО Greenways, которая занимается строительством жилых и нежилых зданий, является совладелицей MNG & Co и директором Кыргызской ассоциации оценщиков. Также бывшая супруга Кулматова входит в состав учредителей ОСО Agent Hospital, которая занимается предоставлением гостиничных услуг. Ей также принадлежат доли в капитале таких компаний, как GIS KG, iTour Company Ltd, Rich Group и Akmaral Village. Впрочем, это только то, что лежит на поверхности. Отечественные чиновники давно прячут свои активы и богатства, либо оформляя объекты на подставных лиц, либо выводят за рубеж.